Якутский нож, несомненно, это бренд нашей республики. Ну а для нас, для простых людей, это, конечно же, острый режущий инструмент, который необходим в быту каждому жителю Севера. Ну а порой якутский нож – это целое произведение искусства, которое требует, конечно же, от мастера определенного терпения, таланта, ну и навыков, которые порой передаются из поколения в поколение. Сегодня мы находимся в колледже креативных индустрий, где мы постараемся узнать все этапы изготовления якутского ножа от начала до конца. И в этом мне поможет мастер, который знает об этом процессе все. Знакомьтесь, Роман Ильич. Роман Ильич, здравствуйте. 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 Расскажите сначала вообще, как вы стали кузнецом, да, и кто обучал вас первым азам? Я учился Яков Коннович Прокопьев. Я долго работал в фабрике Сардана. Он меня учил по металлу, это как делать якутский хомут. На этот Мандара учился, вместе работали с Мандаром. И это Гоголев Семен Аманиковус. Ну, я подучился, потом как командировку ездил, и по старым кузнецам всем я ходил, и всем что-то брал. От всех понемножку, да? Да, от всех понемножку. Но сегодня вы преподаете, да, в колледже Да. креативных индустрий, то есть передаете свои знания уже молодому поколению, Да, молодому поколению. Охотно ли ребята идут сегодня учиться на кузнеца? На кузнеца, ну, есть такие, которые сами хотят учиться, но, в общем, приходят, ну, можно сказать, что якуты парни все, ну, талантливые можно. Они сперва может казаться, что не хотят, а потом постепенно все равно научаются. Постепенно, да? А есть ли девочки, которые приходят учиться на кузнеца? И девушки есть, и женщины есть. И женщины есть, и девочки есть. Да, у нас курсы есть. Даже курсы можно пройти? Да, курсы для взрослых. Там женщины приходят. И мужчины приходят, которые работают, они по выходным приходят, учатся по 6 месяцев, учатся, потом свидетельство там получают. То есть этому искусству хотят научиться многие жители Да, республики, многие да? жители учат, да. Хорошо. Но если говорить все-таки об изготовлении ножа, да, вообще с чего все начинается? Ну, это... Я сперва, когда вот только-только начинают, я им железо не даю. Они плавят свинец, а свинец учатся, как держать молоток, свинцом ударяют, форму ножа делают, а потом только на металл приходят. На металл, да? Да. Ну, значит, сначала берем определенного рода металл, да? Да. Это самое главное. Да, самое главное. Простой это 60Д, это ну, ржавеющий металл, но все равно сейчас металлов много. Мы заказываем хорошие металлы, режущие металлы, поэтому если только начинать, это можно самого простого металла, что почувствовали, горячее железо, но все равно техника безопасности очень важна. Важна. Да, очки одевать и правильно держать, мимо ударить может вылететь, так что Это не шуточки, да? Да, не просто так. Хорошо, но мы видим, что здесь еще вы, значит, хотите Да. провести обряд алгыст, потому что действительно сегодня здесь достаточно сложный процесс будет происходить, да, в мастерской, и надо как-то задобрить духа, да? Конечно. Испытано на себе. То есть Да, изначально нож да. на нулевом этапе, вот это будущий нож, да? Да, ну, старину, конечно, сами плавили. Да. Сами старину, вот, настоящее вот железо наше, якутское, вот такого раньше делали. А где его сейчас, берут-то? ну, это плавят, это долгая история. как Долгая плавят. Ага. А вот это привезное. Сейчас все кузнецы так заказывают. Любой металл, 40А13, 90А КМФ, все, порошковая сталь. Любой металл сейчас заказывают заводскую. Любого металла делать. Как закажет, он с любого металла может сделать. То есть вот это начало будущего ножа, да? Да. Вот
Сколько ножей можно сделать из этой Да, палочки? вот так плющим, потом форму Ага. делаем. Ну и вот сколько здесь возможно сделать ножей? Сколько получается? Ну, здесь где-то раз, два, три, четыре, пять, 6 ножей. 6 ножей из такой Да. одной палочки можно сделать? Да. Хорошо. Так, а вот качество имеет ли значение, какой металл на качество ножа? Вот Да, якутские ножи из чего качество делаются? разное, конечно. Мгм. По дереву, по мясу закалка Разная. отдельная, разная. А, то есть постоянно нагреваете, плющите, Да. нагреваете, плющите, да? Ага. Мамочки. Что-то все гремит, шумит. Давай. Так, давайте. Вот пока мы Всё, беседуем. готово, да? Готово. Пока беседуем, Ага. еще раз разогрелась наша... Где я показал, повсюду. Давай. Бью? Сильно бей. А! Сильно. Еще. А на меня ничего не вылетит? Поближе. Поближе ко мне. Во. Вот. Все, спасибо. Вам спасибо. Почувствовали? Почувствовала. Ну, вы знаете, и очень интересно, когда вот бьешь, кажется, что вроде бы он должен быть вообще уже плоский. На самом деле, это кропотливая работа, все идет по миллиметру. То есть кажется, что ты бьешь с такой силой, а на самом деле он становится тоньше, но только на миллиметры. То есть так нужно делать раз 100, да? Да. А я сейчас буду со своим другом работать. Хитрее нашли вариант, да? То есть все автоматизировано, 21 век. Вот так. Роман Ильич, значит, использовал определенного рода... Пневмомолот. Как это называется? Пневмомолот. Пневмомолот. Пневмомолот, ага. Ну вот так, Роман Ильич использовал Молот. молот, пневмомолот. Вот какое слово в моем лексиконе появилось. И вот, значит, с ним, конечно же, все быстрее, Да. нежели вот с этим молоточком, да? Да. А в целом, получается, на изготовление одного ножа сколько времени уходит? Ну, заготовку-то быстро можно. Ну, примерно. День 10 таких можно сделать. 10 можно сделать, да? Да. Вот она Только заготовка. Без не точить, не править, просто так. То есть вот это итог работы, если мы будем делать вот так, да? На Да, нет, пневмомолоте. это руками подправить надо все равно. А, Ну, форма такая, потом точим, тогда только. вот это надо Нет, разбить, да? это уже готовое, разбитое. Ага. Сейчас это точить пойдем. Ага. Как мы уже отметили, работа кузнеца – это, конечно, дело кропотливое, требующее долгого времени. Но вот обратите внимание, побила я молотом совсем чуть-чуть, да, у нас наш пруд стал тоньше, да. Благодаря вот новым технологиям, конечно, разбить его и превратить в заготовку, то есть сделать клинок, гораздо проще. Ну и вот, собственно, чтобы ускорить процесс, так как наша программа временем ограничена, соответственно, у нас уже есть заготовочка. Вот из такого прута должна получиться вот такая заготовка. Сколько примерно миллиметров, сантиметров должна быть толщина клинка? Если по 4 миллиметра толщина, а Этого потом достаточно, еще да? точить будем. Да, еще Поэтому, скачивать. а там получится, 3,5 где-то здесь, а там, когда заточим, 3 миллиметра будет. Вот. Это лезвие, конечно, тонкое будет, желобок будет там. А вот это же очень горячий металл, да, сейчас? Да, сейчас горячий. А охлаждаем чем? Просто водой или естественным путем? Не, естественно, она охлаждать лучше. Лучше охлаждать Да. естественным путем? Почему? Ага, когда он может заходиться и структуру менять.
То есть вот так оставили Ага, его? так оставили. И всё, а и потом, он когда захаливаешь, тогда уже можно на масло, по-разному тоже. А охлаждение происходит разным Да, путем, да? да, это захалка уже называется. Ага. Так, хорошо. Так, сейчас пойдем на станок. Испытано на себе. Как сказал Роман Ильич, ну, я думаю, вы, телезрители, уже видели, что заточка ножа – это дело не из легких. Здесь нужен опыт. И, конечно, в рамках программы «Испытано на себе» я должна это попробовать, но сразу говорю, что в этом процессе участвовать даже самой мне страшно, потому что вы видели, как летят искры в разные стороны. Ну и все-таки мы за технику безопасности, поэтому только под чутким руководством мастера я хотя бы чуть-чуть, но соприкоснусь с этим прекрасным делом. Ну, почувствовать, как... Хотя бы, да. Да. Так, что делать надо? Вот так держи. Держу. Вот, пока крутится, вот так ровно держи. А где искры? Не, она не включенная. Даже от звука страшно. Давай, Подожди! поехали. Искры! Мамочки! Всё. Нет. Все, Мамочки! все, хватит. Роман Ильич сказал, хватит, а у меня столько эмоций. У меня столько эмоций, потому что одна вибрация этого станка уже пугает, а я даже немножечко соприкоснулась с этим искусством. Смотрите, вот в этом ноже есть и моя лепта. Небольшая, но все же. Так, Только следующий сюда. этап. Роман Ильич, а если, допустим, пересточил, все уже, нарастить нельзя нож? Да, когда ребята вот куют, ученики, и многие, ну, первое время, конечно, портят там неправильно. Так, хоть как покажи, рука не так идет все равно. А потом постепенно учатся. А можно это переплавить заново или это все? Нет. Это все, значит, Всё. да? Если чуть-чуть больше сделал, все уже, да? Да. Выкидывать его только. Бывает, вот такой нож делает, потом вот так короче. И потом маленький нож. Вот такой нож получается. Ага. Так что все равно этот опыт влияет. Надо что, постоянно заниматься тогда. То есть клинок это же самое главное в ноже, да? То есть он должен быть прямой. Да, клинок, конечно, самое главное. Как это нож с клинка строится. Да. Рукоятка ножная, это хоть как можно делать. Мгм. А основа это вот А все-таки. теперь вот этого узелок делать и заходить надо. А заходить тоже это надо, чтобы ровный свет, все. Там серьезно тоже надо. Мгм. Ну, Так, в общем, тут надо хорошим настройкой серьезно заниматься. заниматься, да? Дай-ка руку. Так, а это что мы делаем? Это шлифуем. А чтобы блестел уже? Так, ну-ка, Подожди-ка. держу-ка. Лера? Да. Вот так ездит.
смотрите. Ну, То есть, смотрите, с этой стороны шлифованный, с этой не шлифованный. это нет, это осторожно делать надо. Так. Это шлифовка называется. Ага. О, О, почти идеальный нож, да? А вот эту штуку как убрать? это специально оставляем, чтобы она кованая была. А, для красоты? Да, ну, говорят, чтобы она кованая оставляйте, чтобы чисто кованая была. А, смотрите, тут еще есть свои фишки, видите? Вот здесь мы видим остаток кованой стали, да? Это оставляется для того, чтобы, как говорит Роман Ильич, ну, было подтверждение наглядное, что это кованый. Это кованый, молотком кованый. Интересно, есть свои традиции, да? Роман Ну вот- Ильич, вот вроде бы по мне так готовый нож, а на самом деле... А, нет, это надо его захолить, чтобы равномерно она крепкая была. То есть здесь где-то она местами мягкая, что ли? Да, Но мы так не ощутим, да, там да, внутри? нет, конечно. Это когда резать будет, она уже. То есть следующий этап – это закалка, товарищи. Смотрим. Вы знаете, конечно, кузнец, мне кажется, профессия далеко не женская, потому что вот нахождение в мастерской даже у меня, например, вызывает очень много страха, потому что каждый из этих инструментов для меня что-то, ну, практически космическое. И подойти к каждому из этих, к этому станку, во-первых, подойти, во-вторых, как-то попробовать что-то с этим сделать, ну, мне везде страшно. То есть я, по крайней мере, вот во время съемок хожу сегодня, оглядываюсь, как бы куда случайно не попасть. Потому что здесь действительно кипит работа. И достаточно большое оснащение в мастерской – это тоже знание, которым должен обладать мастер. Ну вот Роман Ильич тем временем закаляет нож, и происходит это вот так. Смотрите. А что, вы потом масло опускать будете? Да. А можно я отпущу? А? Отпущу? Нет, там сильно глубоко тоже не надо. Вот так. Сколько И- там должно находиться? Как, ну, от температуры. Температура-то по-разному А идет. сколько сейчас тут температура в печи? А, температура, вот, посмотри. А, ну-ка. Обратите внимание, здесь вот есть некая градация по тому, какого цвета наш металл. Вот если он нагревается желтым цветом, то это температура 1150-1250 градусов. А если вот коричневый, самый, ну вот более-менее 530-580, вот у нас примерно светло-красный, значит это где-то 900 градусов. Ну самое, конечно, жаркое, это когда будет желтым цветом металл. Интересно, необычно. О! Всё, да? Ну все. Сейчас в масле. Обратите внимание, но опять же, по технике безопасности я, к сожалению, не могла присоединиться к этому процессу, да. Ну, в общем, что произошло? Закалка произошла, то есть металл вновь у нас прогрелся до определенной температуры, а потом его опускают вот сюда, вот в этот бак. Здесь находится масло. И если бы я сделала это, наверное, что-то бы пошло не так, потому что даже принципиально важна глубина, на которую опускает мастер нож в это масло, потому что от этого
зависит качество ножа. То есть, если бы я опустила и просто так держала, скорее бы всего, нож оказался бы потом некачественным. Поэтому это делает мастер, он как-то на интуитивном уровне, что ли, это понимает, не знаю. Секреты все рассказывать кузнец не должен никому. Ну и потом вот, соответственно, остудив его там, мы отправляемся на следующий этап. Но пока, конечно, нож еще в процессе производства. Испытано на себе. Сейчас опять почистить надо. А, опять чистить? А ну он потемнел у нас, да? Да, конечно. Пошли сюда. После этапа очередной шлифовки переходим к Нет. следующему, да? После закалки шлифовали, а потом проверяем. Вот грязь берем, потом проверяем закалку. И что здесь может пойти не так? Мы же проверку делаем, значит, как должно быть все? Ага. Бывает, здесь мягкое, здесь крепкое, и здесь опять мягкое. Если не так, Закалили, да? да, нехорошо закалено, она по-разному бывает. А это все в меру, равномерно. Тогда мастер доволен. Хорошо? И я его вот почти не такого, ну, градусов 300 только закалил. Потому что я хочу, чтобы она мягкая была. Нет, ну, мягкий нож такой заказали для мяса. А, то есть, вот, кстати говоря, давайте поговорим про разницу ножей, да? Мягкие ножи это для мяса, мяса, для разделки. для разделки, Ага, для рыбы, да? да. А твердые ножи тогда? А твердые ножи это уже по дереву работать, по крепкому, короче. То есть, когда мы покупаем нож, допустим, в магазине, мы сначала должны понять, для чего он нужен, да? Да. То есть, если для бытовых нужд, ну, то есть дома приготовить что-то, то нужна мягкая сталь, да? А Нет. если... Так нельзя говорить. Ага. Мягкое. Надо, чтоб для бытовых услуг надо, чтоб средняя. Не то мягкая, не то крепкая. То есть слишком мягкая, она быстро тупится, поэтому им не нравится. А, то есть он быстро источится, да? Да, быстро источится. Хорошо. Так что средний на бытовых условиях это средний лучше. Мгм. А визуально мы, допустим, можем это как-то определить или нет? Или только мастер знает? Только мастер знает, наверное. Только мастер знает, да? Но все равно будьте внимательны при выборе якутского ножа. Все-таки хотя бы для приличия спросите, мягкий он, твердый. Продавца обязательно должны спросить, какой металл и сколько точку, насколько долго держит. Мгм. Хорошо. Еще при выборе ножа. И даже с угла заточки тоже зависит. Долго будет ходить или не долго будет ходить. И какой угол будет долго? Ну, чуть-чуть толстая, ну, это идеально почти не видно, но чуть-чуть наклоном это дольше будет. А вот смотрите, сегодня же на рынке же очень много ножей, да? И вот есть ножи, у которых вот они вот такие с выемкой с такой, да? Это для чего? Ну это кованую такую любят, но с камнем тоже вот так точат полоску. Это по-разному, как клиент заказывает. И некоторые хотят вот с кованную любят, чтобы она вся кованая. Ну, это для красоты или это имеет значение? Ну, типа так. Ну, можно сказать так, чтобы она сразу видно было, что она кованая. А вот иногда же бывает еще нож не вот такой прямой, да, а вот с одной стороны больше сточенный. Это неправильно или правильно? Нет, когда вот такой большой желобок, да, надо точить с этой стороны. Не с этой, а с этой. А вот с этой прямая, тогда точится с этой стороны.
а с этой не выправляется только. Конечно же, мы не могли уйти, не спросив у мастера советы по тому, как правильно нужно точить нож. Потому что якутский нож есть, наверное, практически каждой семье у нас в республике. Но вот правильно точить его и как это делать, знают немногие. И из-за этого нож портится, правильно? Вот как нужно правильно точить, расскажите. Вот везде вот, продается в магазинах водостойкая шкурка. Водостойкая шкурка. Это можно на дерево приклеить. Вот номер 400 вот такой. 400, да? Запоминаем. На деревяшку приклеили, да? Приклеили. А с другой стороны, вот, 1000-я. 1000-я. И вот, если слишком отупело, можно 400, а если не так уж сильно, тогда можно 1000 можно пройти. Надо с этой стороны якутский нож прямой. Поэтому просто так, прямо вот так, чуть-чуть наклонно, вот так делаем, а потом с этой стороны можно вот наклоном туда. Наклон у ножа должен быть, да? Нет, не такой, но с наклоном. Видите, вот точенный вот наклон есть. Ага, Чуть-чуть. на лезвие. Это уже тупеет этот нож, но все равно, когда точишь, она лучше станет. Видишь, вот так. Вот так, а этой стороны уже прямое, вот так. Уже без наклона. А потом тут выходит мелкая-мелкая, вот так, шероховатость выходит. Да? Вот это должен упасть. Вот так делаешь, она упадет отсюда, с ножа. А потом кожа приклеивается и пастогоем вот таким. Это везде в магазинах есть. И пастогоем его вот так, она вообще красота будет. Вот так точишь, тогда вот зазубрины все не будет. Хорошо? И потом уже можно попробовать. Вот, пожалуйста. Вот. Проводим тестирование ножа. И можно попробовать вот до конца, чтобы она резала. Вот он, якутский нож. Вот Так таким что должен быть. я советую, чтобы в магазинах брали вот такой шкурки. А не сам готовый, да, брусок? Готовый не надо брать. Берем Нет, лучше шкурки. готовый брусок очень дорогой, и этот самый бытовой такой. Роман Ильич, а рукоятка имеет значение у ножа или это лишь только для красоты? Нет, это старину тоже с капа делали, мы тоже с капа делаем. Вот это. Да. И вот бывает, кап слишком много никогда не бывает. Поэтому вот когда чуть короткое, вот разными материалами добавляем. Это красное дерево, вот это кап березы, а ручку хорошо, чтобы когда выбирает, она под свою руку. Она должна быть больше или меньше? Не чуть большеватая, вот для меня вот это. А, у вас длинная, да? Да, Она пальцы. должна быть прям как ладонь, что ли? Ну, как бы сказать, это мне нравится чуть побольше ручки. Ну, то есть мне было бы вообще большой, да, вот это? Не, тебе как раз. Вот. Не длина, а вот это. А, Да, объем. вот объем. А, Объем обхват. держать, да, охват держать удобно. А длина имеет значение? Вот это? Нет? Вот длина, конечно, длинная лучше. Длинная лучше, да? Ну, Вот тут, вот нормальное расстояние, да? ага. И вот ладошка вот тут должна лежать. А вот когда делают рукоятки из там пивня, рог, из... Ну, это для красоты. Просто красоты. Любую можно делать. Да, но для функционала это не имеет значения, да? Нет. Самое главное у нас клинок, да? Да, Вот мы видим здесь вот эта ямочка. да, вот это желобок точенный. Вот она быстро чистится, когда кровь, там сейчас жир быстро. А когда кованая, она остается. Это тоже работа вашего ученика, да? Да.
Испытано на себе. Конечно же, каждый мастер, когда он особенно еще и педагог одновременно, да, имеет некие работы, которыми он может гордиться, либо может показать своим воспитанникам, да. Ну и, собственно, вот они, работы ваши, правильно? Нет, эта работа мои тоже есть, но тут курсы кончают и оставляют свою работу. Хорошие работы я оставляю от своих учеников. Так, хорошо, где ваша работа, рассказывайте. Вот, вот, вот. Ну, это все тот самый якутский нож, да? Да, тот самый, но это мозаика называется. Вот это очень трудоемкая работа. А, вот это? Да. Это гравировка или что? Нет, не гравировка, это кованая. Посмотрите, вот в чем красота. То есть это не гравировка, это все результат ковки, да? Да. Вот эти разводы, так они еще и как 3D-эффект имеют. То есть они такие на ощупь необычные. То есть рисунок ковки остался как будто бы, да? Это что-то интересное. Это моего ученика работа. Посмотрите, какова красота. То есть видны все вот эти узоры. Это всё мозаика называется. очень интересно. Красиво. Еще что? Ничего, вот тоже гравировка вот это. Орел. Орел. Но это все уже красоты ради, да? Да. Посмотрите, орел какой. Это мой сын делал гравировку вот это. Получается. Да. На чехле, да? Вся красота Да. в чехле. А это местная руда. С местной руды, которую я показывал. С такой руды делают. Металл. В старину такой, так металл брали. Сами якуты. То есть сами варили, да, плавили плавили, руду. да, и ковали. Это я сам у Солданского Луса, в деревне Танда, там у нас 4 героя стало. Это первый герой, культурармеец, его нож нашли. Их ножей вот в 1933 году делали, и вот герой Бага называется. Это культурармеец, это первый наш герой. И его нож нашли, и вот такой нож я делаю, и музей Ярославского дарил, Татинскому Лусу дарил, вот так музеям оставляю, на свой музей тоже. То есть это копия того ножа? Копия того ножа. Как интересно. Они старинные ножи, вот такие длинные. Тонкие, да? Да, тонкие, длинные. Вот такие, это чисто вот хвоста такой был у него. И веревка такая же. Интересно, да? Но там ничего не отделано. Из хвоста это? Да. Мы всегда говорим, мы с бычьего хвоста, но столько быков мы на корове тоже идет. Да. Тоже подошло, да? Да. Так, Подходит. хорошо. А есть еще ювелирная продукция здесь, да, какая-то вот, допустим? Да, вот это футляр хомуса. А, это тоже хомус. Ну, там внутри хомус есть. Это футляр коновязк называется. Красиво. А вот здесь что? Это один ученик делал, тоже студент. Молодой студент делал. Ой, сколько красоты на рукоятке, да? И бык здесь, да? Да. Ну вот, постоянно ношу, и на выставках говорю, вот это мои ученики вот так делали. Так что это булат нож. Это местную руду кипятим, и тогда вот такой булат получается. И по цвету, да, и по Да. фактуре совершенно другой, да? Да, совершенно другой. Хотя кажется, что он должен быть такой ребристый, на самом деле он очень гладкий. Это просто рисунок, да? Да. Интересно. Если здесь мы все-таки ощущаем, да, разницу, Ага. вот здесь-то она не гладкая поверхность, да, а здесь идеально гладкий, да? Ну, идеально цвет. гладкий это. Уникальные, да, работы. Так что разновидности и этот нож. А вот Паттайя знаете, Паттайю тоже. Ну, в Москве я в выставке часто бывал, и мне говорили, что сказали, что
я сказал, что я буду с даманской стали хомус делать. И вы сказали, что никак не получится с даманской стали. А я, ну, якутия, все равно сделал. Делаю, да? Да, сделал. И вот мне говорят, ты что цирконы вставляешь? Вы же в богатой стране, Якутии живете. Бриллианты вставляю. Где ваши бриллианты? И вот 3 бриллианта поставил, и вот здесь тоже есть вот 5 бриллиантов. А в чем сложность этой стали? Это тоже вот так следно делает, вот типа такого все равно. То есть это не так легко? Не так легко, это трудно делать. Скручиваешь, куешь, еще вот это. Рисунок совсем Все другой. из-за этих рисунков, да? Да. Чтобы добиться эти рисунки, необходимо долго поработать. Да, Да? долго. Не то, что мы себе сковали. Быстро-быстро, да? Да, вот так у нас слои надо делать. То есть один слой, потом сверху другой, Да, другой, да, да? да, И за да. счет этого появляются эти разводы, да? Да. Интересно. И вот хомус играет. То есть говорили, не сделает, сделал. И яркий тому пример сейчас, вот он не просто его сделал, так он еще и звучит потрясающе, да? То есть ничего невозможного для якутского мастера нет. А вот еще одна уникальная работа Романа Ильича. Уникальность ее в том, что это все драгоценные и полудрагоценные камни и металлы, да? И металл с местной руды. Так, хомус сделан у нас из местной руды, украшен золотом, бриллиантами. Обратите внимание, стерхи – это все серебро, ну а камень, я думаю, знали многие, это якутский чароит. Поэтому я сейчас в руках держу не просто уникальную работу, я держу достояние, я бы сказала, республики, потому что все, чем богата наша Якутия, есть вот в этой уникальной работе. Не, вот эту работу я делал, что у нас первый ансамбль, который Алгыс Иван Егорович, они все вот создали ансамбль, и вот весь мир они ездили, ротировали, показывали якутский хомус. Вот для них я посвятил вот на Алгыс ансамбль. Вот это земной шар они Объездили. Да, объездили. Все. Да. Ну и вот ваш тот хомус, который Да. говорили, никогда не получится из той стали. Все получилось. Романской стали. Да. И сегодня Роман Ильич работает уже во благо подрастающего поколения, да, которому передает свои знания. И мы благодарим вас за то, что дали нам возможность посетить сегодня вашу мастерскую. Ну и, конечно, вам, телезрители, хотелось бы сказать лишь одно. При выборе якутского ножа в первую очередь оцените работу мастера и берегите этот нож, потому что действительно в большинство изделий вкладывается многолетний опыт, труд, талант любого мастера. На этом мы прощаемся. Увидимся. До новых встреч. Еще раз спасибо.